4 месяца кровопролитных сражений, 120 тысяч бойцов Красной Армии, сложившие свои головы, защищая рубежи страны от фашистских захватчиков. Здесь, на Терском хребте, лежат сотни солдат в безымянных могилах. Останки некоторых при раскопках находят до сих пор. Именно в этом месте в бой с фашистами вступили солдаты 89-й и 337-й стрелковых дивизий. И здесь же, в честь их героического подвига и самоотверженности, были установлены обелиск и мемориальная доска. Со временем памятник утратил архитектурный вид и подлежал реконструкции. Ну вот здесь, вы знаете, у нас это братская могила, захоронение, где лежит 335 человек. Вы знаете, сам памятник уже закончен. Но единственное, осталось вот вокруг него все оккультуры сделать. Здесь будет, подрядчик сказал, сделает стоянку для автомобилей. И здесь все это приготовлено. Так думаю, что где-то к майским праздникам, конечно, здесь они все приберут, порядок будет, все это строительный материал, все это, когда уберутся здесь зачистят все, и будет красиво. Ранее взойти на обелиск по крутому подъему и высоким ступеням было трудно. Сама местность холмистая. Сейчас этот 100-метровый подъем в гору к месту захоронения советских солдат практически не ощущается. Территорию расширили. Обелиск установили на твердое бетонное основание. Единственное, здесь тоже на этом же памятнике, единственное, установится плиты с теми бойцами, которые здесь лежат. Ну и перилы остались еще. Да, вот это сделают, и все, весь памятник у нас будет закрыт здесь. Имя Володи Мордвинова известно каждому жителю Малгобека. Пробираясь на территорию, занятую фашистами, 14-летний разведчик доставлял ценные сведения нашим войскам. В последний такой поход он отправился поздней осенью 42-го с 3 своими товарищами. Ему нужно было изучить обстановку на горном хребте, но он не дошел. Фашисты обнаружили парня здесь. На месте его гибели в 1947 году был установлен обелиск. Сам памятник находится на территории Вознесеновской первой школы. Он тоже был реконструирован. Сейчас вы заметили, что уже, можно сказать, работа завершена полностью. Сам уже памятник установлен. Останется только, думаю, мы к майским праздникам все это подрядчик приведет в порядок, будет оккультурено здесь, все будет и строительный материал, все это будет убрано, и памятник будет готов. Значит, я думаю, что вы видите, что очень красивый материал, очень хороший, работа проведена качественно. Мы неоднократно по поручению главы города выезжали, всегда проверяли, как идет работа. Пока здесь не хватает звезды. Да, и надпись будет. Потому что эта надпись, к сожалению, они заказывают его в другом месте. И вот сейчас у них полностью по всем этим нашим 4 памятникам они заказ сделали, и вот на днях должны им подвести. И вот это все будет установлено. Когда во дворе школы есть такое значимое сооружение, как этот памятник, и в этом году он стал еще значимее, больше и красивее, и оформлен, и оградка. Мы постараемся за ним ухаживать, посадим цветы, дети будут поливать и беречь его, как можем, как нам положено. А это место захоронения полковника Петра Петренко. Обелиск также реконструируется в рамках подпрограммы увековечивания памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы. Государственная программа Ингушетия, укрепление межнациональных отношений и развитие национальной политики. Реконструкцию всех 4 памятников на Терском хребте начали в августе прошлого года. Завершить планируют 9 мая, ко Дню Победы над фашистскими захватчиками. Адам Мережков, Хамзат Халухоев, Новости 24.